Здравствуйте. 26 июля, 880-й день аннексии Крыма. Новости в эфире. Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Максима Филатова к 6 годам строгого режима по делу о попытке совершения теракта в Крыму. По версии российского следствия, Филатов с целью дестабилизации межнациональных отношений в апреле 2014 года поджег здание мечети Чурукча в Симферополе. А в августе того же года пытался совершить террористический акт у здания прокуратуры Республики Крым. Российский прокурор Крыма Наталья Поклонская направила обвинение против Филатова в Ростовский военный суд в начале июня 2016 года. Суд по апелляции на запрет митинга 18 мая перенесли на 5 сентября. Заседание должно было состояться сегодня, но судья Терентьева заболела. Председатель Перекопского регионального меджлиса Сания Айметова подала апелляцию на решение Перекопского оккупационного районного суда от 17 мая этого года о запрете проведения массовых собраний у памятника жертвам депортации в селе Воинка. В прошлом году Санию Айметову оштрафовали на 10 тысяч рублей за организацию митинга 18 мая. Суд не состоялся. Мы с нашего района делегация поехали на суд, в том числе я. Подготовлены были все, мы вовремя приехали туда. Нам ответили, что судья Терентьева должна вести суд, но она заболела, ушла на больничный, и поэтому суд отложили до 5 сентября на 9:30 назначили. Я возмутилась, сказала, почему же мы за 130 километров нанимаем машину, выезжаем столько человек, на заседание суда, а вы нам, значит, нам ничего не сообщили. В канцелярии сказали, извините, пожалуйста, мы очень загружены, у нас много очень дел, и поэтому мы сейчас не успели вам позвонить, вот извините. Лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев написал письмо президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану. В своем обращении Джемилев осудил попытку государственного переворота. Лидер крымских татар подчеркнул мужество турецкого народа в борьбе с мятежом и выразил соболезнования близким погибших в результате противостояний. Также он написал, что молитвы крымско-татарского народа, который лучше всех знает, что такое жизнь в тени оружия, что такое демократия, свобода, избавление Отечества от оккупации, всегда с турецким народом. Президенты Турции и России встретятся 9 августа в Санкт-Петербурге. О встрече Реджепа Таипа Эрдогана и Владимира Путина сообщил турецкий вице-премьер Мехмет Шимшек. Это будет первый визит президента Турции в Россию после обострения отношений между странами. В ноябре прошлого года турецкие воздушные силы сбили на границе с Сирией российский самолет, нарушивший воздушное пространство Турции. После этого Россия прекратила сообщения с Турцией и ввела продуктовое эмбарго на турецкие товары. В июне этого года официальная Анкара извинилась за этот инцидент. Москва возобновила сообщения с Турцией, однако продуктовое эмбарго еще действует. Французский сенатор отказался ехать в аннексированный Крым. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы России по делам стран СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Леонид Слуцкий. Сначала планировалось, что в составе делегации во главе с депутатом Национального собрания Франции Тьерри Мариани будет 12 человек. Однако в последний момент один из сенаторов отказался от участия, сославшись на семейные обстоятельства. Визит запланирован с 29 по 31 июля. В прошлом году группа французских делегатов во главе с Тьерри Мариани уже посещала аннексированный Крым. После этого Мариани сняли с должности вице-президента группы Европейской народной партии в ПАСЕ. МИД Украины опубликовала обращение, в котором предостерегает иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым. Ранее МИД Франции осудила возможный визит парламентариев в Крым. Российские мобильные операторы отказываются работать в Крыму. Ранее оккупационные власти Крыма анонсировали, что полуостров полностью интегрируется в Россию. В том числе в Крым войдут российские операторы. Однако мобильные компании «Билайн» и «Мегафон» отказались работать на аннексированном полуострове. В «Билайне» прямо сказали, что не собираются расширять зону покрытия, а в «Мегафоне» оправдались нехваткой средств на новый регион покрытия. Однако российские эксперты убеждены, что мобильные операторы опасаются международных санкций. В Крыму военная техника все чаще становится причиной ДТП. На трассе Симферополь-Феодосия колонна военной техники парализовала движение транспорта и стала причиной аварии. Автомобиль и микроавтобус не разъехались из-за того, что одна из полос движения была перекрыта для военной колонны.
Севастопольские активисты проводят пикет за отставку Сергея Миняйла. Они требуют всенародных выборов губернатора. Волонтеры в палатках, расположенных по всему городу, раздают гражданам печатную продукцию. В газетах и листовках активисты рассказывают о провальной деятельности Миняйла в должности губернатора. Также горожанам предлагают подписать обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить севастопольцам право на прямые всенародные выборы главы региона. Сбор идет очень большими темпами, то есть мы собираем вплоть до того, что по несколько тысяч подписей в день. На остановке площади Лазарева прибыл наряд полиции по вызову неизвестного. Проверили наши документы, взяли объяснения, сказали, что претензий к нам никаких не имеют, и уже собирались покинуть точку, когда появился некий представитель правительства Рябых. И, собственно, он принес какую-то ксерокопию какого-то неизвестного отказа, то есть отксерокопированная бумажка, подписанная 21 числом. На основании нее требовал, чтобы мы покинули место проведения пикета. Самолет украинской госпогранслужбы зафиксировал буровые вышки под флагом России в украинских месторождениях. В экономической зоне Украины в Черном море, а именно в Одесском и Голицынском газовых месторождениях, буровые платформы работают под флагом Российской Федерации. Это может свидетельствовать о продолжении незаконной разведки, разработки и эксплуатации природных ресурсов без разрешения компетентных органов Украины. Флагман украинского флота, фрегат «Гетьман Сагайдачный», принял участие в многонациональных учениях «Морской щит-2016», которые проходят в рамках нынешнего Сибриза. Главным элементом тренировок стали противолодочные действия и поиск подводных лодок противника. Кроме этого, отрабатывались тактические маневрирования и сопровождение важного груза. Це дуже корисне навчання для військово-морських сил. Чому? Тому що в складі військово-морських сил на даний час немає підводних чинів, але противочовнова підготовка екіпажу кораблів повинна відпрацьовувати. Крестному ходу Московского патриархата так и не удастся пройти по киевским улицам. МВД заблокировало проход верующих в столицу во избежание терактов. Киевская милиция обнаружила на пути крестного хода закладки с гранатами и муляжи взрывных устройств. Завтра контролировать порядок будут 5000 правоохранителей. Крестный ход Московского патриархата до центра Киева не дойдет. Полиция остановила его на подходе к столице. Оттуда их посадят в автобусы. Кто не сядет добровольно, министр внутренних дел Арсен Аваков обещает переубедить. Кто-то согласился, кто-то пытается накручивать и себя, и остальных. Кто-то там, видимо, не за этим пришел, не за молебном, а для того, чтобы сделать провокацию. В этом случае мы показываем твердую волю и проявим силу для того, чтобы не допустить столкновений. Часть участников православного марша переночуют во Фроловском монастыре на Подоле. Других распределят, но пока неизвестно куда. Спящих прихожан обещает охранять полиция. Будут ночевать нормально, там, где они запланировали, это обычная процедура. Под охраной? Да, под охраной, это правда. Не под охраной, будем так сказать, при полном обеспечении безопасности со стороны национальной полиции и гвардии. С утра участников крестного хода отвезут на Европейскую площадь и Владимирскую горку. Там пройдет молебен. Полиция всех тщательно проверит. Охранять порядок будут 5000 полицейских вместе с нацгвардейцами. Около 5000 правоохранителей, в том числе Национальной гвардии, всех соответствующих служб, будут завтра охранять правопорядок полностью от момента начала всех мероприятий и до окончания мероприятий. Будет производиться контроль личностный. Потому что граждане Украины имеют право на свободное собрание, а граждане других стран нет. И потому что мы не хотим, чтобы из молебна сделали провокацию. Сегодня произошли стычки православных Московского патриархата с журналистами. Участники похода накинулись на съемочную группу 24 канала и повредили камеру. Всі ці люди для нас це вороги, тому що вони не визнають українських воїнів.
І замість того, щоб йти з миром до Путіна, вони з миром йдуть з провокацією до нас у Київ. Хто знає, що вони йдуть і з якими наміреннями. Просто з ними поговорити, щоб йшли назад і хай йдуть на Донецьк. Там їм вони потрібні із тієї ікони. Якщо вони хочуть перемир'я, хай їдуть в Донбас і там шукають перемир'я. Там війна йде. У нас тут на Україні війни немає. Не треба сюди йти, не треба людей будоражити. Крестный ход стартовал в начале июня одновременно с запада и востока страны. Первая колонна шла со Святогорской лавры Донецкой области, вторая вышла из Почаевской лавры Тернопольской области. Эльвина Сидбулаева, Наталка Калинка и Асан Иминов. Заман, АТР. В Киеве проведут митинг в честь Эрвина Ибрагимова. Люди выйдут с плакатами «Где Эрвин?» завтра в 11 утра к посольству России. Во время акции выступят координатор общественной организации «Крымсос» Тамила Ташева, политзаключенный Геннадий Афанасьев и представители Меджлиса крымско-татарского народа. Члена Координационного комитета Всемирного конгресса крымских татар Эрвина Ибрагимова похитили 25 мая люди в форме российского ДПС. С тех пор о нем ничего не известно. На этом пока все. Хорошего вечера. Будьте с нами.